Здравствуйте! В прямом эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. И мы начинаем с истории ТССР. 10 апреля выдалось насыщенным на знаменательные события. В 1945 году 6 татарстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза. Золотую звезду получили Ибраим Урзина, Виктор Саженов, Александр Сергеев, Нурула Фазлаев, Павел Фролов и Халил Хайрули. В 1967 году в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалили состоялся первый концерт симфонического оркестра ТССР. Звучала музыка Баха, Шостаковича и Прокофьева. В 1990 году секретари татарского обкома КПСС Булатов и Радыгин освобождены от своих обязанностей. Их уличили в злоупотреблении при получении жилья. В 1992 году в НКЦ «Казань» демонтировали скульптуры Владимира Ленина и других участников студенческой сходки 1887 года. А мы возвращаемся к событиям этого дня и сейчас о главном. Спецбортом из Китая. В составе груза находится все то, что остро дефицитно на сегодняшний день. Как теперь предприятия республики будут помогать медикам бороться с распространением коронавируса, расскажет Вероника Гайнудинова. Больше полицейских на улицах и более тщательные проверки на дорогах. Припаркуйте сзади него, пожалуйста. Как в республике усилили патрулирование городов, увидел Салават Мухаммадулян. Вирусу вопреки. Режим самоизоляции, конечно, какое-то влияние имеет на нас. Что во время пандемии происходит на стройках, увидел Дмитрий Аренин. Вирусу бой. Остаются только антитела, которые обеспечивают как раз вот защиту организма. Какие практические советы обезопасят от коронавируса у инфекционистов республики, узнал Рамиль Шайдуллин. Один пациент излечился от коронавируса за минувшие сутки в Татарстане. Таким образом, число выздоровевших достигло 11 человек. Новых случаев заболевания не выявлено. В России число заболевших за день увеличилось на 1786 человек. Это антирекорд за все время пандемии. На этот день в стране насчитывается 11 917 пациентов с коронавирусом. В Татарстане утвержден список болезней, требующих строгой самоизоляции. Обязательно оставаться дома должны люди с нарушением кровообращения, заболеванием эндокринной системы, органов дыхания, а также злокачественными образованиями и с острым лейкозом. Перечень опубликовал республиканский штаб. С завтрашнего дня и до улучшения эпидобстановки запрещено посещение кладбищ. Исключение лишь оформление услуг по погребению, траурных церемоний. При этом в процессе могут принять участие не более 20 человек. С 13 апреля к работе смогут приступить салоны сотовой связи, но они должны иметь отдельный вход с улицы. А вот МФЦ со следующей недели не будут принимать заявления. Исключение лишь для услуг, где не предусмотрена подача заявлений в электронном виде. Кроме того, по-прежнему будет приостановлена работа торговых центров и розничных рынков. Продолжится запрет на посещение парков. Спецбортом из Китая в Казань сегодня прилетел крупнейший в мире транспортный самолет. На борту самый востребованный и необходимый во время пандемии товар для республики. Только медицинских масок 6 миллионов. Доставку организовала компания «Татнефть» по поручению Рустама Минниханова. Как теперь предприятия республики будут помогать медикам бороться с распространением коронавируса, знает Вероника Гайнудинова. В небе над Казанью Ан-124. Это самый грузоподъемный самолет в мире. К нам он летит из китайского города Тяньцзинь. Со всей страны для Татарстана собрали защитные маски. Их 6 миллионов штук, специальные боксы для транспортировки больных. И самое главное – оборудование, которое позволит в ускоренном режиме производить защитные костюмы и респираторы. Доставку в Казань организовала компания «Татнефть» по поручению президента Рустама Минниханова. Оборудование для пошива масок прямо отсюда отправится на промышленные предприятия республики. Его часть закупил Нижнекамск нефтехим. Тем самым предприятие хочет увеличить пошив масок на заводе «Полиматис». Все это закупили предприятия. Маски распределят между больницами, экстренными службами республики, а также организациями, которые продолжают работать во время пандемии. А вот шить на оборудование защитные средства будут теперь в Азнакаево, Нижнекамске и Казани. Татнефть организовала выпуск средств защиты на своих мощностях. Во многих городах, районах мы организовали выпуск средств защиты непосредственно уже на местах. После прохождения в ускоренном порядке всех таможенных процедур ближайшая задача – доставить это оборудование до производственных площадок, уже в самое ближайшее время наладить промышленный выпуск масок. Планируется в совокупности это будет 15 миллионов масок в месяц. Тем самым у республики не будет дефицита со средствами защиты. А в будущем, отметили в Минпромторге, Татарстан даже сможет поставлять их и в другие регионы. Вероника Гайнудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.
Полицейских на улицах стало больше. Автоинспекторы проверяют всех подряд, а в автобусах выборочно смотрят пропуска у пассажиров. Такие меры в республике приняты после поручения Рустама Минниханова. Президент дал задачу усилить патрулирование. Решение принято после обращений татарстанцев. Жителей беспокоят многолюдные улицы, несмотря на режим самоизоляции. Почему дошло до таких мер и что фейк, а что факт, расскажет Салават Мухаммадуллин. Чтобы понять, насколько меры усилены, достаточно посмотреть на эту километровую пробку со стороны выезда из города. Точно такая же ситуация и со стороны въезда в Казань. Проверяют всех без исключения. Если нет СМС и разрешения от работодателя, то на разворот, а возможно и штраф. Пожалуйста, вон туда. Видите, там Порш стоит. Припаркуйте сзади него, пожалуйста. Хоть Порше, хоть старенькая Нива. Останавливают всех. При подозрении на достоверность справки. Дополнительная проверка. Хотя таких единицы. Сейчас работает просто с разворота с НКБ. По работе? А, вы работаете? СМС, домой едем, да, сдачи. Понятно. То есть отправляете, все нормально, соблюдаете? Все нормально, все соблюдаем, да. Инспекторы начали проверять и некоторых пассажиров автобусов. Я прошу извинения, мы только регистрировались. Все есть. Да, есть, да, регистрация, да, вот у меня. На улицах как полицейских, так и проверок стало больше. Такая же ситуация и в Набережных Челнах. В данном случае сейчас у вас ничего нет. Я попрошу вас покинуть площадь и побыстрее вернуться домой. Хорошо, спасибо. Всего хорошего, до свидания. Нарушителям штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Рустам Минниханов сегодня поручил усилить патрулирование. Решение принято после обращений жителей. На горячую линию поступили жалобы о том, что на улицах стало многолюдно. Это подтверждает и статистика. За неделю индекс самоизоляции в Казани упал на целый балл. А вот так дороги выглядели неделю назад. Сегодня картина обратная. Люди будут ответственнее, будут сидеть дома. Быстрее начнет экономика подниматься, все выйдут на работу и будем, как обычно, радостно жить. Много ходят людей, которые просто гуляют. Влияют на режим самоизоляции и фейки. Вот один из них. Здесь якобы прописан график поэтапного открытия объектов. Люди поэтому думают, что эпидемия миновала. Тем временем мы напоминаем, что за распространение ложной информации грозит до 5 лет заключения. Салават Мухаммадуллин, Ильшат Аюпов, Рамзиль Гарипов, Рамиль Закиев, ТНВ, Казань, Набережные Челны. Быть жестче, дисциплинированнее и терпеть. Такие задачи от Рустама Минниханова сегодня получили предприятия, строители и медики в Альметьевске. Президент республики побывал здесь с рабочим визитом. В городе начали выпуск защитных масок, на улицы вышли волонтеры, а в поля готовятся выйти аграрии. Что всех беспокоит и кто сегодня получил двойку от президента, расскажет Салават Мухаммадуллин. Проверить температуру у всех. Проверить наличие у них обработать их. Все исправится. Со мной, не со мной. Разницы нет. Быть пожестче при проверке посетителей. Такую рекомендацию сегодня получили на чулочно-носочной фабрике «Алсу». Недавно предприятие начало выпускать комплекты защитных масок и одноразовой одежды. Эта продукция уходит в штаб «Добрый Альметьевск». Уже оттуда ее раздают волонтерам. Сегодня с ними пообщался президент. Берегите себя. Вот перчатки есть у вас? Я тоже вот перчатки имею. А есть, все, молодцы. Но маски тоже надо одевать. Да. Если волонтеров сегодня похвалили, то строители радиологического корпуса в Альметьевском онкологическом диспансере сегодня получили оценку «неуд». По плану, в случае необходимости он будет резервом для инфекционного госпиталя. Рустам Минниханов поручил завершить строительство в течение недели. Вообще я не чувствую вашей готовности. Я был, видел, как это должно быть. Вы, по-моему, это шоурум сделали. Давай займитесь, сделайте так, как положено. В Альметьевске сегодня президент провел встречу и с медсанчастью Татнефти. В компании доложили о готовности помочь пациентам с коронавирусом. Эти меры, которые предприняты, может быть, кое-кому покажется чрезмерными, они не чрезмерны. Риски очень большие. Ведь один случай – это уже все. Это практически надо всех изолировать. Ради безопасности в городе сейчас идет санитарная обработка. Занимаются ею 60 человек в 3 смены. Помогают добровольцы. Чем дома сидеть, то, что вы так помогаете,
очень важно. Спасибо. И сегодня Рустам Минниханов поговорил с аграриями. Главная тема – весенне-полевые работы и безопасность во время них. В районе сейчас накоплено 40 килограммов минеральных удобрений на гектар. В ближайшие дни ряд хозяйств приступит к севу ранних зерновых культур. Салават Мухаммадуллин, Марат Хусаинов, ТНВ, Альметьевск. Несмотря на пандемию, продолжается строительство объектов национального проекта «Демография». Госстройки на самоизоляцию не уходили, они относятся к организациям непрерывного цикла. Сейчас в республике строят сразу 12 школ и 22 детских садика. Какие меры безопасности приняты и как это сказывается на темпах работ, узнал Дмитрий Аринин. На первом этапе происходит снятие температуры. А далее мытье рук и даже ног. Итак, при входе в каждое здание. В день по 2-3 раза меняем. На этой стройплощадке на улице Бондаренко сейчас завершается возведение полилингвального комплекса «Адемнар». Как говорит руководство стройорганизации, заболевших у них нет, работы идут по плану. Дело осталось за малым – остеклить, уложить кровлю и заняться отделочными работами. Общая готовность 70%. Организован на стройке тотальный контроль со стороны службы безопасности нашей. Для нас практически на темпах это никак не сказалось, поставкой материалов, но, к счастью, эти вопросы решаемые. Сейчас многие поставщики снова начинают работать. То есть, если и были какие-то задержки по срокам поставки, то они буквально недельные были. Сложа руки не сидят и на улице Назипа Жиганов. Здесь, усилив все меры безопасности, продолжается строительство общеобразовательной школы почти на более 1000 мест. Как говорят строители, у них тоже опальных нет и комплектующие в наличии. Дело идет по плану. Остались только отделочные работы, и к новому учебному году школу должны сдать. Контролируем вход и выход, чтобы одновременно, во-первых, со стройки не выходили, то есть одновременно не принимали пищу. Это никаким образом не сказывается на темпе строительства, потому что эти мероприятия мы просто организовали. Так, по национальному проекту «Демография» сейчас в республике строятся 12 школ и 22 детских сада. Если все пойдет как намечено, объекты должны сдать к концу этого года. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Наш двор открыт каждому. В республике сегодня запустили колл-центр для информирования по программе «Наш двор». Несмотря на самоизоляцию татарстанцев, программа будет выполнена в полном объеме, поэтому и набор работ будет полным. Жители могут принять участие в онлайн-обсуждении и внести свои предложения, просто позвонив операторам. Основные вопросы, по которым на сегодняшний день обращаются жители, в первую очередь это за информацией, где они могут узнать о планах работ и включен или не включен их двор в программу 2020 года. Все эти звонки будут передаваться как муниципалитетам, так и нашей команде. Они должны быть в течение 2 дней отработаны. И после этого операторы будут выборочно проверять, отработано ли обращение гражданина. И мы будем таким образом контролировать, чтобы пожелания наших граждан не были проигнорированы. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Диагноз в пару кликов. Сейчас какие-то препараты принимаете? Как работает телемедицина, увидел Рамиль Галиуллин. Центр Казани задышал по-новому. Более 5000 уже посажено, где-то порядка около 3000 остается еще досадить деревья. В городе продолжается масштабная зеленая реконструкция. Подробнее Наталья Мезина. Татарстан на этапе подъема заболеваемости коронавирусом. Об этом сегодня заявили инфекционисты республики. И хотя пока заболевших 50, и все они проходят лечение, бдительным нужно быть каждому. Мыть руки, носить маски, пользоваться антисептиком. Эти несложные советы реально работают в борьбе с коронавирусом. А вот имбирь, лимон и средства от простуды против него бессильны. Чему верить, а чему нет, узнал Рамиль Шайдуллин. Конечно, мы не все знаем об этом новом вирусе. Десятки вопросов и развернутые ответы. Все мифы вокруг коронавируса сегодня развенчивают в режиме онлайн инфекционисты и главный эпидемиолог республики. Человек пришел с улицы домой. Что помыть? Руки, нос, глаза. По приходу домой, значит, необходимо сменить одежду. Сразу же необходимо помыть руки. Не будет лишним обработать их кожным антисептиком. А еще снять медицинскую маску. Как отмечает
отмечают медики, здоровому человеку носить дома ее бессмысленно. Другое дело на улице или в офисе, но и там менять через каждые 2 часа. Главное требование – маску обязательно носить в местах массового скопления людей, то есть в помещении она уже должна быть на лице, в том числе и для того, чтобы не прикасаться к нему руками, какими бы чистыми они ни казались. Даже эти простые меры реально помогают в борьбе с пандемией. Тем более сегодня, по данным медиков в Татарстане, стадия подъема заболеваемости. Зарегистрировано и лабораторно подтверждено 50 случаев коронавирусной инфекции в Республике Татарстан. Значит, в настоящий момент все заболевшие проходят соответствующее лечение. Около 2000 человек находятся под медицинским наблюдением. У российских медиков есть хорошая новость. Они уже разработали вакцину, которая должна спасти от пандемии. Сейчас начинается стадия клинических испытаний. И только после завершения вот этих этапов клинических исследований, убедившись в безопасности этой вакцины, можно ее уже будет применять на людях. Я думаю, это произойдет не раньше осени. Те же, кто уже выздоровел, вряд ли смогут заразиться снова и заразить кого-то. По данным медиков, причина всему – иммунитет. Если человек переболел коронавирусной инфекцией, остаются только антитела, которые обеспечивают как раз вот защиту организма от дальнейшего повторного инфицирования. Медики утверждают, коронавирус может протекать и бессимптомно, вплоть до 2 недель. Поэтому сейчас бесплатно тестируют прибывающих из-за рубежа, всех, кто с ними контактировал, и пожилых с признаками ОРВИ. Остальным категориям это на добровольной основе. То есть сейчас вопрос, конечно, решается. Привлечение частных медицинских организаций. Медики пока не обозначивают сроки, но речь идет о тестах экспресс-диагностики коронавируса. Среди тех, кто сможет их проводить, медцентры и лаборатории. Рамиль Шайдуллин, Азат Самигуллин, ТНВ, Казань. Единороссы предложат новые формы поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса. Об этом сегодня заявили на Всероссийском селекторном совещании Генсовета партии. Фарид Мухаммедшин отметил, что партийцы готовы рассмотреть все предложения с мест. В случае необходимости обратиться в федеральный центр, а также тиражировать положительный опыт территории и других регионов в республике. Ряд предложений единороссов уже поддержан правительством России. В частности, речь идет об особом порядке оплаты жилищно-коммунальных услуг и введении моратория на начисление штрафов и пений. Никаких больше вечеринок. Как владельцы ночных клубов и кальянных в Татарстане избавляются от бизнеса? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Помощь в один клик. В режиме пандемии жителям республики стали доступны услуги телемедицины. Вести приемы в режиме онлайн начали узкие специалисты в РКБ. Запись ведут врачи районных больниц. В день медики главной лечебницы республики проводят до 20 виртуальных приемов. О здравоохранении онлайн Рамиль Галиуллин. Во время самоизоляции коридоры республиканской клинической больницы пустуют. В штатном режиме принимают лишь экстренных и неотложных больных. Но для тех, кому нужна консультация специалистов, врачи нашли выход. Они принимают в режиме онлайн. Здравствуйте, я вас хорошо слышу, вы меня хорошо слышите? 2 клика и ты на приеме у специалиста. На том конце Лениногорская ЦРБ. Пациентка Александра на 9-м месяце беременности. Онлайн-прием помогает получить консультацию столичных медиков за несколько сот километров, говорит лечащий врач. Она не смогла до этого съездить на консультацию из-за материальных, у нее были трудности и финансовые трудности. Поэтому ей очень удобно, что вот, например, деньги на дорогу тратить не надо. Ноутбук с камерой, быстрый интернет и специальная программа. Все, что нужно для консультации в режиме реального времени. Ежедневно специалисты РКБ проводят до 20 виртуальных приемов. Сейчас вот эта эпидобстановка, именно по беременных очень много вопросов. Врачи нам предоставляют всю информацию, они нам также все анализы сюда в эту систему заливают. Мы видим анализы в онлайн-режиме, вот определимся по тактике ведения пациента. В такой онлайн-поликлинике терапевты с реальным опытом и настоящей офлайн-практикой. Пациенты могут получить помощь по 10 направлениям, от кардиологии до гинекологии. Каждая консультация не менее 15 минут. В пару кликов можно отправить или получить результаты анализов, ответить на вопросы и жалобы. Видеосвязь проходит в режиме врач-пациент. Есть несколько основных направлений. Во-первых, это наблюдение за хроническими заболеваниями, динамическое наблюдение, а также пациенты, которые в недавнем прошлом перенесли острые заболевания, инсульт, инфаркт. Дистанционные консультации уже себя оправдали, говорят врачи. За 4 дня услугами удаленной медпомощи воспользовались больше 500 человек. Рамиль Галиуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.
Сидеть дома – главное правило в условиях карантина сегодня. Так сейчас во всем мире. Не осталось стран, которые не затронул коронавирус. Наталья Мезина сегодня пообщалась с нашими соотечественниками в Канаде, Великобритании, Швеции, Китае и узнала, какие порядки действуют у них. Чтобы сделать фотографию в этой карете, раньше выстраивалась огромная очередь. Сегодня пропали не только люди, но и вообще опустела вся улица. За 12 дней режима самоизоляции стало привычным ходить в маске, ездить на работу по справке, на дачу по QR-коду и не приближаться друг к другу ближе, чем на 2 метра. Сегодня эти правила знают во всем мире. Самая сложная ситуация сейчас в США. Число заболевших растет с каждым днем. Сегодня зараженных там уже более 468 тысяч. Это антирекорд среди всех стран. Клиники переполнены, а палаточные больницы размещают даже в центральном парке Нью-Йорка. Однако единственное ограничение – это социальная дистанция в 2 метра. Схожая ситуация и в Канаде. Часто в крупных гипермаркетах можно встретить огромную длинную очередь, которая тянется от входа магазина по улице, потому что введено ограничение на какое-то определенное количество человек, которое может находиться одновременно. Ухудшается ситуация и в Британии. Более 7900 смертей. О ситуации в стране рассказывает татарстанец Тимур Сирадиев в соцсетях. Как англичане ведут себя на карантине, спросили у него. Есть несколько причин, по которым можно выходить на улицу. И одна из причин – это занятие спортом. Этим пользуются британцы. Например, в эти выходные очень много людей было в парках, на пляже люди загорали, делали шашлык. И вот полицейские пытались что-то с этим сделать, но не получалось, потому что людей очень много. Швеция – единственная страна Евросоюза, которая пока не ввела жесткого карантина. Насколько это эффективно? По вечерам и по выходным можно увидеть толпы людей, гуляющих, людей в торговых центрах. Поэтому все продолжается так же, как и было до ситуации с вирусом. Первая страна, где эпидемия коронавируса отступила, это Китай. Сейчас жители возвращаются к прежней жизни, рассказывает Эльвира Балабанова. Китайцы сейчас более-менее спокойны. В основном стараются не говорить на тему эпидемии. При входе в здание меряют температуру, записывают номера телефонов. И еще есть QR-коды. То есть могут спросить, какого цвета твой знак. То есть болеешь ты, не болеешь. И на опыте других стран сейчас самая главная цель каждого из нас – начать с себя и оставаться дома для безопасности себя и своих близких. Наталья Мезина, Игорь Романов, ТНВ, Казань. К другим темам. Именем татарина Закира Султанова, героя Советского Союза, назовут новую улицу в Ижевске. С таким предложением к администрации города обратился ижевский семиклассник. Об истории героя, его подвигах мальчик написал в своем школьном сочинении, а затем обратился к мэру. С маленьким борцом за память героев встретилась Юлия Маратова. Семиклассник Нияр Шайхудинов учится в одной из ижевских школ. Профиль гуманитарный. Без проблем пишет сочинения на самые разные темы, попутно изучая историю и архивы. Впереди очередной всероссийский конкурс на тему Великой Отечественной. Я решила написать про татарина, такого простого парня из небольшой деревни, который совершил такой большой подвиг. Изучая историю героев фронта и тружеников тыла, Нияр заинтересовался подвигами героя Советского Союза Закира Султанова. История татарина, некогда закончившего агрырскую школу, мальчика восхитила. В 1942 году, уже будучи работником Ижевского оружейного завода, Закир Султанов ушел на фронт добровольцем. Командиром взвода участвовал в боях на Курской дуге, а при освобождении Варшавы со своими боевыми товарищами форсировал Вислу, атаковал и занял оборону противника и лично вывел из строя 2 вражеских танка. У нас в Удмуртии 103 человека, удостоенные звания Героя Советского Союза. Это для республики немало и большая гордость. О Закире Султанове я раньше и сама писала статьи, когда работала в редакции газеты. Поэтому собрала о нем много информации, которая помогла сыну в написании сочинения. Удмуртский республиканский тур Нияр своим сочинением пройти не успел, но зато сбылась другая его мечта – увековечить память героя. С просьбой назвать в честь Закира Султанова одну из улиц Ижевска мальчик обратился к властям через социальную сеть. Сына написали главе города в соцсетях. Прошло буквально несколько часов, и пришел ответ, что нас приглашают обсудить идею. Сначала даже не поверили. Ждать пришлось недолго. Нияр получил приглашение на заседание администрации города. О своей идее увековечить память героя мальчик рассказал комиссии в 30 человек. Такую инициативу поддержали все единогласно. Но на этом Нияр не останавливается. Школьнику уже удалось найти родственников Закира Султанова в Удмуртии, Татарстане и Украине, чтобы лично пообщаться с родными героя. Юлия Муратова, Назир Нугманов и Зиля Зиадинова, ТНВ, Ижевск.
Казань после самоизоляции предстанет перед жителями совсем другой, зеленый и цветущий. Сейчас город активно засаживает деревьями. Посадили уже 5000 саженцев молодых яблонь, рябин, тополей, кленов и лиственниц. Сегодня липовый цвет заиграл вокруг парка Черное озеро. Особый способ посадки в центре города увидела Наталья Мезина. Маску одеваем, перчатки надеваем, начинаем работать. Режим самоизоляции деревьям точно не знаком. Весна в самом разгаре, и пока не распустились почки, надо успеть посадить еще 3000 молодых саженцев. Работаем в масках, перчатках, по справке работаем. В таких условиях работать легче, конечно. Но с одной стороны и страшно, с другой стороны легче. Машин мало. Липы очень хрупкие создания, поэтому при посадке деревьев каждый саженец аккуратно достают из трактора, затем подвешивают на кран и бережно помещают в выкопанную яму. Вот эту мешковину оголить корневую шейку необходимо. А остальную часть ничего не трогаем. Оставляем здесь же. 56 крепких десятилетних саженцев из питомников Казани и Тулы расцветут вокруг парка Черное озеро. Как говорят агрономы, в центре города применяется особая технология, ведь все должно быть эстетично и безопасно. Используются подземные подвязки деревьев. Это клин вбивается в землю вместе с этой лентой. Потом немножко вытягивается, клин в земле встает поперек, и все это уже не вытягивается. Много машин ездят в городе, и поэтому земля утрамбовывается, корневая система не может дышать. Из машин выходят выхлопные газы. Все это сокращает жизнь деревьев в 2 раза. А значит, чтобы город дышал свежим воздухом, такие посадки крайне необходимы. И уже совсем скоро, во время долгожданных прогулок, казанцы увидят первые листочки на молодых лиственницах, липах, рябинах и яблонях. Наталья Мезина, Данил Филатов, ТНВ, Казань. А у нас на этом все. Оставаясь дома, будьте в курсе всех событий вместе с нами. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте, Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Эта дыхательная практика помогает сохранять спокойствие. И она прекрасно подходит, чтобы заказать лекарства на farmland.ru. farmland.ru – гарантия качества и профессионализм. Я вообще-то смотрела. Ну, и кто здесь свинья? Уи, HD. Обменяйте старый приемник на новый HD и получите год бесплатного просмотра премиального пакета «Премьер». Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Агрофирма Атабаевская реализует суточных гусят и утят. Яйца гусиные и утиные. Недорого и с доставкой. Телефон в Казани 212 11 53. Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болга Радиосы. Мы первые в Татарстане. Здравствуйте! Вновь в погодных процессах изменения. На смену антициклону пришел пасмурный циклон. Подробности после полезной информации. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2 167 166 или приходите в Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево в предстоящие сутки будет облачно. Станет немного прохладнее, 12-13 градусов тепла. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге также ожидается небольшое понижение температур до 13 тепла. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше ожидается облачная погода. Пройдут дожди, днем 12-14 градусов.
В Арске, Кукмаре и Балтасе ожидается облачная погода и обильные дожди. Тепло пойдет на спад и уже днем до +9. В Болгаре, Дрожжином и Буинске такая же погода, дождливая и прохладная, +2-6 градусов. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше ожидаются дожди, местами сильные. Днем все еще тепло, до +14. В последующие сутки температурный фон понизится, местами пройдет снег. В Казани ожидается облачная погода, пройдут дожди, местами сильные. В ночные часы ожидается около 5 тепла. Днем до 6 градусов выше 0. Ветер южный, слабый. Атмосферное давление в норме, 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 85%. В магнитном поле Земли спокойно. На этом наш выпуск завершен. До свидания.